Песни военных лет, красные гвоздики и благодарные потомки воинов, защищавших родную землю от фашистских захватчиков. Эти цветы у вечного огня, георгиевские ленточки, развивающиеся на ветру. В полной мере эту атмосферу словами трудно передать. Их подвиг не забыт, как и их имена, никогда не канут в лету. Храбрецы, мобилизовавшиеся со всей страны, разных национальностей и вероисповеданий, стали нерушимой стеной, отражая агрессию фашистов под Москвой и Ленинградом, на Курской дуге и в Смоленске, разбили их и под Малгобеком, и так до конца, пока сломали хребет нацистской идеологии, дойдя до Берлина. Цена победы столь же велика, сколь и радость от нее. Тогда погибли более 26,5 миллионов граждан Советского Союза, из которых больше 8 миллионов потери вооруженных сил. عاش ديز خضريه عاش عمرج خضريه عاش تير خضريه ديزبن يغلق مس خانه دي هنا سيدولج يغلق سيدولج طول حدينت طول ساعه هذا كان هذا بيت شو عندي الرئيس خل دا صادول يرم مري بيش حما دا عند نزدنيش بوك بين الجديانه في وجريبه في قمده российский нахбы дал дыхание, я могу сказать, что уже чтить надо память всегда этих людей. Мы их должны держать. И чтобы мирное небо над нами было. Чтобы всегда была наша победа. Будет победа за нами. Дай Аллах. Из Ингушетии на фронт отправились более 21 тысячи человек. 6,5 тысяч не вернулись домой. Воинские части, сформированные в республике, принимали участие во всех крупных сражениях Великой Отечественной войны. Многие были удостоены самых высоких боевых наград. И даже столкнувшись со сталинскими репрессиями по национальному признаку, воины ингуши меняли фамилии, национальность и продолжали сокрушать врага. Это история общей победы, которую обязано знать и подрастающее поколение. Поэтому многие пришли сюда с детьми. Война потеряла, не приобрела, так что мы отмечаем каждый год эту дату. Я сегодня с внуками пришел, вчера были в садике, вчера были в школах. Приятно приехать, увидеть старое, увидеть много кого. Это мои внуки, учащиеся в школе. Акрамат Салима. Поздравляю всех ветеранов с Днем Победы 9 мая. Желаю всем, чтобы были счастливы, добрые, здоровья, чтобы было у всех. На памятном мероприятии помимо самих сотрудников Назрановской администрации и округов присутствуют и представители подведомственных им организаций, также воины, афганцы, представители казачества, ветераны МВД, кадеты, юноармейцы, в общем, современные приемники героев 40-х, которые пришли почтить память погибших за родину солдат. Мы находимся в знаковом месте для города Назрани, это Аллея Славы, и в преддверии такого большого великого праздника у нас по всей республике, в том числе и в Назрани, сейчас проходит уже мероприятие муниципального значения. Завтра уже республиканские программы. А здесь у нас присутствуют и ветераны, и наши жители. Вот сегодня дам уважение тем людям, которые защищали нашу Родину. Мы все понимаем, что для нас всех 9 мая в целом и республике, и стране. На монументе высечены имена сотни ингушей, защитников Отечества. В память о них и тех, кто покоится в братских могилах. Люди несут цветы. Адам Мережков, Сулейман Костоев, Магаз 24.